В Ухте бездомные собаки вновь напали на человека. Пострадал 10-летний ребенок. Девочка получила множественные травмы ног и рук. Агрессивная стая напала на ребенка рядом с ее домом в микрорайоне Ветлосяны. Если бы не помощь соседки, последствия могли быть чудовищными. Подробности у Виктории Науменко. Алена Полоскова не представляет, как после пережитого стресса ее дочь Диана будет выходить одна на улицу. Придется провожать, говорит женщина. Свора собак напала на ребенка средь бела дня в районе дома номер 10 по улице Клубной. Семья пострадавшей живет в соседнем 11-м. Если бы чистившая снег соседка не отогнала псов лопатой, все могло бы закончиться не только несколькими швами и стрессом. Дочка позвонила, сказала, что на нее напали собаки. Я приехала, вот она вся покусанная лежала уже дома. Травмы средней тяжести, зашили на одной руке, 2 шва сделали. Сразу после нападения девочку на скорой доставили в травмпункт Ухтинской детской больницы. Сейчас Диане назначено амбулаторное лечение, предстоит пройти курс уколов от бешенства. До конца недели девочка не будет посещать школу. У ребенка имеются укушенные раны обоих предплечий и голени. Ему была оказана первичная помощь, проведено ушивание ран, и дальнейшее лечение ребенок будет получать в амбулаторных условиях, в том числе инъекции препаратов, предупреждающих потенциальное развитие бешенства. На Ветлосяне почти в каждом дворе своя наводящая страх стая псов, и их узнают. Но конкретно напавшая на девочку была не здешняя, рассказывает сосед и отец одноклассника Дианы Андрей Миронов. Не местная, видно, что не местные собаки со стороны Лысой горы прибежали. Дети постоянно боятся заходить во дворы со школы, когда идут. Частенько провожаю в тот двор, там 3 или 4 собаки. В районе остановки шайка, штук 10 тоже. Возле помоек постоянно собаки. И периодически нападают на детей, гавкают. Даже взрослые боятся ходить. То есть даже если со своей собакой я гуляю только во дворе, чтобы, не дай бог, где-то не напали на него. Кажется, общая проблема с бродячими собаками здесь коснулась буквально всех. И, конечно, здесь все еще под впечатлением от вопиющей трагедии на ОРМЗ, которая случилась в декабре минувшего года. Как раз у одноклассника моего сына тетю загрызли насмерть. На ОРМЗ в том районе. После того случая в муниципалитете бросили все силы на решение проблемы с безнадзорными животными, возможные в рамках федерального законодательства, которое запрещает уничтожение и предписывает возвращать стерилизованных и чипированных псов после передержки на место отлова. За его изменения сейчас ратуют ухтинские депутаты. Кроме того, администрация пересмотрела работу 2 подрядных организаций по отлову и передержке собак. К обеим немало нареканий. Поэтому с 29 декабря 2020 года собак отлавливает муниципальная организация. Она призвана оперативно отлавливать агрессивных особей. Так 2 покусавших девочку псов уже отловили. Всего же на новогодние выходные отловлено 12 особей. Все они содержатся в вольерах на территории полигона ТБО Ухта-спецавтодора и ждут вердикта специалиста на предмет агрессивности. Это одно из новых условий обращения с безнадзорными животными на территории Ухты. Пока в Ухта-спецавтодоре 2 вольера с отловленными собаками. В процессе изготовления еще 2. Всего их будет 16. Также в процессе заключения договор с ветеринарами, которые будут осматривать отловленных животных. Отловом занимается сейчас сам Ухта-спецавтодор. Проблема с бродячими собаками в муниципалитете стоит давно и остро. Однако в последний месяц количество нападений на людей катастрофически возросло. Специалист по коррекции поведения животных из соседнего Сосногорска прокомментировала ситуацию. Основная причина нападений – это недостаток ресурсов или мощная кормовая база. Например, долгое время кормили собак на этом месте, а потом вдруг перестали. Поэтому собаки пробуют разные стратегии. Например, клянчат еду у прохожих, проверяют помойки. Если это не приносит свои плоды, прибегают к грабежу, пытаются отобрать у прохожих пакет. Также причиной агрессивного поведения животного может послужить негативный опыт. Например, собака не раз страдала от рук человека. Причины агрессии и дальнейшую судьбу таких собак будут решать специалисты. Однако уже сейчас на территории Ухты действует режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями агрессии бездомных животных. Соответствующее постановление мэр Ухты подписал 15 января. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.